Так, я в эфире. Ассаламу алейкум. Доброй ночи, доброго времени суток. Приветствую всех. С вами снова я, Аслан Арцуев, на канале Reality. 11 сентября 2020 года. Всем рад. Ассаламу алейкум, Хамзат Гилаев, Руслан Абудов, территория Март, Чеченский след и все. Всем рад. Так, ну что, я в эфире, я не понял. Почему только один зритель смотрит? Нет. Нужно было просто перезагрузить. Так, салам. Салам, всем салам. Маш долю, Маша, Ламзат. Так, в эфире. Да, главное в эфире не забывать, что ты в эфире. Вася Василев. Ассаламу алейкум, алейкум салам, Вася. В эфире прекрасно видно и прекрасно слышно. Отлично, Георгий. Смит. Звук, видео 10. Отлично. Абдурахман Ким. Ассаламу алейкум. Алейкум салам, брат. Алейкум салам. Файтер Израиль. Всем салам. Всех приветствую. Шалом. Шалом, Файтер. Бабарга, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Так, сегодня у нас 11 сентября, ровно 19 лет назад. Давайте начну с трагической новости, с трагической даты, которая произошла 11 сентября 2001 года, когда на Америку были совершены налеты пассажирскими боингами на дома, были совершены налеты террористами. Погибло несколько тысяч человек. По некоторым данным, как, опять же, если верить к этой Википедии, хотя про американцев, наверное, они подбаиваются, да, не писать правду. Вы заметили, что на Википедии, на русской Википедии вся информация про чеченцев, про Чечню, русско-чеченскую войну, чеченцев, она постоянно или абсолютно лживая, или искажена в самых таких моментах. Даже взять ту же Конституцию Чеченской Республики Ичкерия. В Википедии, русской Википедии, она записана как 2, по-моему, числа, а реально она 12. Короче говоря, вот такие вот. Исходя из Википедии, около 3000, 2977 человек погибло и 24 пропали без вести. Большинство погибших были гражданскими лицами. Теракт стал крупнейшим в истории по числу жертв. Помимо еще этих 19 террористов, которые также погибли. Много слишком конспирологических версий, да, приходится с этими играми спецслужб, российскими играми спецслужб, которые как только могут пытаются дурить Запад. Им это очень даже иногда неплохо удается. Не знаю, с чем это связано, из-за близорукости Запада, из-за соучастия Запада или коррупционной какой-нибудь там составляющей на разных уровнях вот этих разных чиновничьих, я не знаю, кресел, когда одному приходится закрывать глаза. Ну, короче говоря, русские спецслужбы делают просто все. Вообще без проблем. Я думаю, другие спецслужбы в мире, которые тоже имеются, тоже делают много чего. Но этот случай Боровой называет именно причастным к этому 11 сентября. Да, Константин Боровой такой есть человек, который называет 11 сентября, что это спецслужбы делали, российские спецслужбы. Могли ли они это сделать? Конечно же могли. Потому что в 1999 году, когда Патрушев, Путин взорвали дома своих же граждан, да, пришли к власти, захватили власть, они ввязались в очень трудную и кровопролитную войну.
на той стороне, которые воевали против Путина, Патрушева и других террористов и бандитов, стояли люди, готовые сгореть в огне, но не сдаваться, не покоряться и не уступать. К большому сожалению, большая часть этих людей погибла, но не все. Большая часть погибла. Против таких людей, которые были искренни, стояли за право своего народа, которое не сегодня началось и начато не Дудаевым, как мы говорим, Дудаев, Масхадов. Да, это основные выразители нашей воли, воли чеченского народа. На этой идее, на этой страже чеченский народ, и мужчины чеченцы, и женщины чеченки, и дети, и старики, и старухи, которые также гибли, сражаясь, имеется в виду. Не обязательно с оружием в руках. Ну, там есть много еще дел, можно с ручкой в руках погибнуть. И они стояли и готовы были сгореть в огне, чтобы отстоять это. И Путину с Патрушевым и другим террористам очень нужно было, чтобы Запад и мир помог. Потому что чеченцы не сдавались, очень больно били. И на Западе, в том числе американцы, в том числе в ПАСЕ, у нас были очень хорошие позиции, между прочим. Мы это тоже забываем. Мы, потеряв управление территориями или контроль нашей землей, нашей страной, даже части нашей страны, горной, лесной даже части, не должны были здесь потерять контроль в разных организациях. И в этом тоже наша вина. Мы говорим, Басаев пошел туда, там Радуев сделал то, это. Да, это были ошибки. Но были еще люди, которые должны были здесь тоже проводить работу. Из-за мелких склоков. Я, конечно, отвлекся от темы 11 сентября, просто, как говорится, наболело, бачунден. Мы по-разному растеряли наши позиции. Хотя могли не только укрепить, наоборот, не только удержать их, но могли бы еще и укрепить эти позиции. Сегодняшний день, вот то, что мы видим, у нас очень слабые позиции. Но это, конечно же, не только вина вот нас, что мы все это потеряли. Конечно, лицемерные политики Запада продавались, предавали, демократию предавали, принципы прав человека предавали, данные обещания и слова нарушали. Хотя слова и обещания, они здесь, на Западе, не значат практически ничего. Бумажка должна быть на руках. Без бумажки ты букашка, как говорится. Надо подписывать все всегда со всеми. И требовать, и добиваться. И обманывали, вбивали клин между нами, как мы видим наше положение сегодняшнее. И, конечно же, вот это, прорабатывая это все, вот до переломного момента нужно было Америку, самого главного игрока в мире, кто бы что ни говорил, там можно относиться как угодно к Америке, можно что угодно делать, но это Америка, это сегодня самая великая сверхдержава на сегодняшний день. И, наверное, еще лет 100 как минимум она будет. Ну, наверное, не знаю. Может, катаклизмы происходят. Все что угодно. Может, Путин победит Америку. Не знаю. Хотя из бункера это будет очень трудно сделать. Извиняюсь. Так вот, нужно было привлечь внимание. И вот в этот, вот возвращаясь ко всем конспирологиям, которые могла ли Россия, спецслужбы, ФСБ взорвать 11 сентября дома, использовав арабов, да, террористов? Конечно, могла. Она взрывала своих граждан. Это большая тема, просто мы вернемся к 11 сентябрю потихонечку. Могла ли взорвать? Конечно, могла, без проблем. Нужно ли это было русским КГБшникам, ФСБшникам? Просто безумно это было необходимо, потому что можно было потерять все.
И вот тут очень, ну скажем так, не очень маленькие политики, я вам скажу, я бы даже сказал, один из ведущих демократических политиков России, ну, которые пытались все время придерживаться. Да, они иногда делали вид, что никакого нарушения прав человека нет, обижались, например, как Боровой обиделся, что Дудаев пригласил не Борового, а Жириновского. Видимо, Жириновским просто было напрямую с КГБ решать, а с Боровым пришлось бы, наверное, это потруднее решать там. Ну, еще, может, какие причины у Дудаева были. Так вот, Боровой был не последним политиком того времени. И вот он рассказывает такую историю. Я сейчас вам включу, это, конечно, он там долго рассказывает. Советую всем посмотреть, конечно, потому что это очень интересно. Называется «Константин Боровой, 11 сентября 2001 года в США». Юрий Табах задает вопросы. Юра, конечно, Юрий Табах, или Гарри Табах, как я его называю, как его и зовут, да, на американский лад. Можно сказать, такой допрос с пристрастием устраивает Боровому. Боровой отвечает очень хорошо. И он рассказывает, что вот то время, ну вот да, чтобы имя у него было. Тут Боровой рассказывает, что ГРУ военный, то есть, да, но там по-разному называется, там РОШ есть, ГРУ есть, там они переименовываются, да, когда совершают какое-то очередное кровавое преступление, как ФСБ, это у них принято так. Так вот, он говорит, что ГРУ было недовольно, а ФСБ готовила эти взрывы. И вот 11 сентября 3000 человек, американцев, мирных людей, гражданских, почти всех граждан гражданских, убивает, я вам это видео показывать не буду, оно долгое просто, можно показать, но оно просто может 20 минут. Я вам советую его посмотреть, на самом деле очень интересно послушать Борового, что, конечно, это не всегда его интересно слушать, но в этом раз его надо послушать. Давайте я вам покажу видео 11 сентября, и потом мы начнем, я вернусь к вашим вопросам и пообщаемся. Это 5 лет назад, даже 4 года назад, настоящее время снимает. Посмотрим, что он не снимает. Я даже этот ролик сам не смотрел, только начало его. Скажите, как звук? Я так думаю, они тут без комментариев просто показали. Ну, это, конечно, не красит. Не красит, конечно, настоящее время. Могли бы более развернуто, конечно, это все показать. Могли бы более развернуто показать. Но я скажу за место настоящее время, потому что мне часто приходится говорить. Так вот, Боровой говорит, что это сделали русские. Они способствовали. Мы прекрасно знаем, что Евгений Примаков, который очень активно был связан, очень имел обширные связи, и в том числе, скорее всего, в силу его профессии, да, он же не фермер какой-нибудь, не бизнесмен, агентурные связи большие имел, и мы знаем, как заполыхал арабский мир. В этих взрывах обвинили Усама бен Ладена, обвинили, и талибов потребовали выдать его. Через, по-моему, 15 лет, в конце концов, он был убит в Пакистане, Усама бен Ладен. История темная, но с большой долей вероятности можно утверждать, конечно, что русские там приложили руку. Потому что, во-первых, кому это выгодно, и потом Америка, втянувшись уже в войну в Афганистане против талибов, тоже талибское движение формировалось у нас, да, и вернее талибское движение начало формироваться уже ярко выражено, когда
нужно было уже американцев привлечь. Сперва американцы сказали: все, никаких проблем, занимайтесь. Потому что Путин сказал, да, после 11 сентября первый позвонил Путин и сказал: я хотел бы вот предложить вам свою помощь и участвовать в борьбе с терроризмом, короче, международным терроризмом. Но с одним условием, одно условие было у Путина, что Чечня, Чеченская республика и чеченский народ, чеченское национально-освободительное движение должно рассматриваться как в общем контексте вот этой борьбой с международным терроризмом. К чести Америки, это не было сделано, но оно сделано было попозже. Практически оно было сделано уже так, потихонечку, просто перестали обращать внимание на весь произвол, который творится в Чечне. С одной стороны, это тоже понятно, потому что Америка втянулась в войну, потом она вошла еще в Ирак уже тоже с вымышленным поводом, да, видимо, причины были другие, но был вымышлен повод по поводу вот этой бациллы, которая была, короче говоря, какое-то химическое или бактериологическое оружие. Оно у Путина есть, это бактериологическое оружие. Путин травит людей по всему миру, травит, как мы подозреваем, больше есть оснований верить, чем Саддам Хусейн травил людей, да. Хотя Саддам Хусейн, конечно же, был преступник, и его суд был абсолютно, на мой взгляд, справедливым. Саддам Хусейн убивал массово людей, травил газом, был террористом, преступником он был. И тесно был связан с главным террористом из террористической организации ФСБ, КГБ, еще со времен КГБ. И тот же ИГИШ, да, который потом появился, это были функционеры, в первую очередь, партии Баас, которая была сформирована наподобие КГБ. Вот эта вся служба безопасности была. И вот эта Баас, она практически, партия стала из спецслужб. Да, вот та партия, те спецслужбы, которые защищали режим Саддама Хусейна, они стали политической силой и как бы восседали в разных... в принципе, что происходит там, Единая Россия та же самая. Да, те же спецслужбы, например, в Жириновском, ЛДПР, например, сидит убийца Литвиненко, Луговой, да, депутатская неприкосновенность, и так далее, и так далее. Хотя русские более хитрые, и туда сажают там разных певичек, спортсменов, там, разбавляют вот этих своих КГБшников, разбавляют разными вот этими певичками и спортсменами. Вот в итоге мы пришли к тому, что американцы практически оставили 1 на 1 нас. И, вопрос Чеченской республики Ичкерия был оставлен для чеченцев, чисто для чеченцев. Понимая это, многие чеченцы, видя ту ситуацию, которая с ними проходит, в том числе, я уверен, у нас были контакты с нашего руководства, в том числе Масхадова, Дудаева, да, не уверен, я знаю, Пол Гобл тот же общался с Джохаром Дудаевым, и мы видели, какое к нам отношение. И чеченское сопротивление при помощи разных эмиссаров из Кремля, из Лубянки, стало переходить в глобальный джихад. Та война, которую мы вели, это я свое мнение говорю, это ничье мнение, это чисто мой анализ событий, который я проводил и который я пришел к определенному выводу. Ту войну, которую, национально-освободительная война, которая она называется, да, она так называется в общепринятых правилах у всех народов, в принципе, она так и называется, национально-освободительная война. Если ее квалифицировать, эту войну, как со стороны религии, то она квалифицируется как газават, как джихад. Это наша священная война. Такая священная война велась, например, всеми народами, той же, например, Францией, той же Англией и другими странами, велись
оборонительные войны – это священная война для любого народа. Любой народ обязан защищать свою страну, свою родину, свой быт, свой уклад. И сотни тысяч и миллионы, а за всю историю, возможно, сотни миллионов людей, миллиардов людей погибло, миллиарды людей погибло, защищая не мусульман, и мусульманы, не мусульманы, в том дело. И после того, как они национально освободились, они уже тогда строят любую форму, какая они хотели бы построить, например. Американцы построили одну демократию, там другие строят там какую-нибудь исламскую республику, как в Иране, например, там от кого-то защищаясь, и так далее. Но наша национальная освободительная борьба, борьба, наше движение, которое было с религиозной точки зрения газоватым, потихоньку эмиссары из Кремля перевели в глобальную, масштабную, всемировую войну. То есть мы, которые первые лозунги выкрикивали для защиты от русских, от выселения, да, помните, Джохар Дудаев, основатель, один из главнейших, из первых, да, может быть, не он один только, да, там очень много людей Джохару помогало, искренних, честных, да, которых некоторых нет живых, а некоторые до сих пор есть живые. Они строили государство, они говорили, мы хотим гарантии от международных, стать субъектом международного права, как любое государство, и иметь гарантии от рецидива, геноцида, который Россия постоянно над нами совершает. В итоге мы пришли к тому, чтобы иметь гарантии. Мы не собирались победить не то, что весь мир, мы не собирались победить даже, имеется в виду, захватить или там как-то оккупировать, унизить Россию. Даже Россию мы не пытались захватить, оккупировать. Не говоря уже о всем мире. Понимаете? И наше национальное освободительное движение, религиозное, мы мусульмане, вели газоват, джихад, защищали свою землю, долг любого мусульманина защищать свою землю. И эти люди, которые вышли такие, которые погибли, это реальные герои, настоящие герои. Других героев нет. Все остальные это вокруг кто были. Я имею в виду, кто искренне вышел защищать. Не только кто погиб, кто ранен, кто сидит в тюрьмах, получив огромные сроки. Кто не вышел из тюрем и погибли в этих тюрьмах. Это все люди герои. Герои нашего народа, которому мы обязательно должны эти имена сохранить. Во-первых, чтобы их потомки знали, и мы знали, что у нас были такие герои. Да, они, может быть, были там, не владели там всей геополитикой или всей какой-нибудь информацией о происходящих там глобальных событиях в мире, но они искренне отдавали самое ценное, что у них есть, да, или рисковали отдать этим. Самое ценное, что отдать то, что есть самое ценное у человека. Это жизнь и здоровье. И люди есть такие, они отдали. И в итоге мы, оставшись один на один, возвращаясь к тем событиям, которые при помощи России, где с одной стороны радикальное движение возглавили КГБшники, ФСБшники, ГРУшники, с другой стороны суфийское, наше традиционное, которое мы испокон веков придерживались. При имаме Шамиле нам он там запрещал, были там разногласия какие-нибудь. Но все это сохранилось. И мы все должны быть разными. Кто-то должен так молиться, кто-то должен так молиться, кто-то может вообще не молиться и пить. И за это мы его не можем убить. Понимаете? Это простые вещи, которые мы уже даже не думаем над этими вещами. Мы так далеко ушли в своем спасении всего человечества. Но ни одно человечество, никто в этом мире не просит нас о помощи. Мы просим о помощи, и о нас никто не просит. Нам не говорит кто-то, придите. Вот первый раз там украинцы там, попросили через своих там, друзей, там, но официально даже государство не попросило нас, Украина. Мы поехали. Про Сирию я вообще молчу. То же самое попросили там, сняли ролик, где батальон Дудаева, и все ломанулись туда.
Это был такой угар войны. Это мы должны понимать, что война – это ненормальное состояние. Мы должны выйти из этого состояния, и наша цель не построить всемирный халифат. Пускай его построят, мы посмотрим и присоединимся, если посчитаем это нам рационально и необходимо для нас. А сейчас мы должны просто освободить свою родину, и к этому освобождению своей родины добавилась еще одна цель, она еще усложнилась. Нам надо еще наказать виновных. Например, русские могут нам дать независимость и сказать в обмен: давайте мы вам даем независимость, но вы не преследуете всех военных преступников, которые совершили убийство 42 тысяч детей чеченских или жителей Чеченской Республики. И там не преследуете там, за убийство 300 тысяч наших граждан. Согласимся ли мы на это? Вот смотри, сегодня нам такой вот вариант предлагают. Мы выводим войска, вы живете, но вы подписываете, что никаких претензий вы к нам не имеете. Я, например, не согласен. Я не согласен. Мне не нужна эта независимость, если эти 300 тысяч человек, убийцы, которых имена я знаю. Я знаю имена убийц этих 300 тысяч. Я не знаю убийц каждого из них. Я знаю основных зачинщиков. Пока я считаю, что мне важнее даже, чем независимость, наказание вот этих людей. Это не значит, что я не хочу независимости. Кто-то может сказать: вот была скрытая задача. Нет. Я наоборот, я хочу, чтобы наши 300 тысяч человек были наказаны, а когда за убийство этих людей преступники были наказаны, а как только они будут наказаны, обозначены, на бумаге записаны, для меня надо, чтобы было решение суда по этому поводу. Как только это решение суда будет, все, после этого наша республика и так станет независимой. Но может стать так, что дадут независимость, а вот своих преступников мы наказывать не будем. Ну, тогда мы будем применять, наверное, другие методы. Но это уже другая история. И нас оставили. Вот, переходя, все у меня возвращается к тому, к чему пришли мы. Переходя к той теме, с которой я сейчас начал, 11 сентября, ужасная трагедия, ужасный террористический акт. Я выражаю, хоть прошло 19 лет, люди, многие скорбят по этому поводу. Я выражаю соболезнования и сочувствие всем родственникам погибших и американскому народу. Таких трагедий, я очень надеюсь, Америка сможет избежать. Но чтобы их избежать, вот этой трагедии, в обязательном порядке нужно наказать КГБ и ФСБ, которые являются одними из главными бенефициарами вот всей крови, которая творится. И если на земле есть сатана, а он, как я мусульманин, мы верим в это, то он лежит в мавзолее Ленина и сидит в Кремле. Продолжение вот это. Это абсолютнейшее зло. Абсолютнейшее. И всех, кто работает на русских, всех, кто работает на эту систему, я имею в виду, на эту грязную систему, если есть хоть малейшая возможность уйти, уходите. Отходите от этого. Это такая грязь, которая навсегда поглотит человека. Навсегда. Даже свои дети, внуки поглотятся в это. А кто не может уйти, хотя бы делайте работу свою, грязную, самую скверную, как можно менее качественно. Зачтется, да, Аллах. Так. Давайте вернемся к вашим вопросам. Я много говорил об этом. Давайте вернемся к вашим вопросам и обсудим еще некоторые темы. Так.
Давайте посмотрим. Чинхо, добро пожаловать в чат. Не забывайте о конфиденциальности своих данных и соблюдайте принципы нашего сообщества. Ставьте лайки и подписывайтесь на реалити. Пусть люди узнают правду, говорят. Так что не забывайте о конфиденциальности. Так, давайте вернемся к той теме. Ну, я тут долго говорил, вы уже мне вопросов не задаете. Давайте посмотрим, что вы мне тут говорили, писали. Так. Так. Давайте начнем с Маждады. Так, с одного начнешь, потом другой. Так, ничего, Маждад. Чинхо, Анзор. Так, это не то. Между Русам. У войнахов есть уважение к соседям, вне зависимости от их национальности, религии. И ты не прав, Анзор. Так, о чем вы тут обсуждаете? И кто такой Анзор? Анзорино. Мы не евреи, а чеченцы, говорит. Анзорино. Да, совершенно верно. Не поверишь, Анзор, мы не только не евреи, мы не русские, не немцы и не французы. Представь себе. Так. Файтер Израиль. Чеченцы одни уже пытались жить спокойно, не дали вам спокойно жить. Анзор, хочешь, как русские говорят, повторить? Может хитрым лучше стать и стать сильным, как думаешь? Знаете, что я еще заметил? Ну, у нас, например, когда возникает спор какой-нибудь, там, например, с чеченцем, русский начинает, если оскорбляет, ну, там, наезжает, хотя, конечно, мату мы не прибегаем, но даже когда прибегают к мату, к евреям, евреи всегда пытаются конструктивно ответить. Мы же, чеченцы, когда нас оскорбляют, пытаемся эмоционально ответить, задеть за это. И в этом тоже, конечно, ну, не все по-разному, конечно, но по большей части, и даже я сужу по себе, скажем так, не за всех, скажем так, а по себе. Я тоже иногда могу эмоционально ответить, хотя я потом понимаю, что надо было конструктивно ответить. Так, пойдемте дальше. Анзор, такое ощущение, что ты пенсионер, живущий в глубине России, каждый вечер смотришь в обнимку соловьев. Маждады. Так, Руслан буду. Анзор, твой народ сам говорит, что они без всяких выплат добровольно освободили дома. Да, ну ладно, давайте. Я хотел ответить на один комментарий, который мне написал Джохар Дудаев. Так, одну минутку. Его надо найти. Тут. Короче, он на чеченском чуть-чуть и на русском. Короче говоря, тут Джохар Дудаев говорит, что интерес ОБСЕ, это под тем обращением, которое я вчера сделал по поводу захвата в заложники родственников Ахмеда Закаева, что там на лав-лав темах ОБСЕ начало это делать. И первое, это для Запада, это Навальный, и дезинформированные для них больше симпатизируют для этого доклада, чем половина убитого и половина униженного чеченского народа. Это же лицемерие и позор. В общем, ООН все знают, но никто за нас не будет грамотно представлять факты, проводить расследования и добиваться результата по всему этому геноциду над нашим народом. Цундере Бенедиктина Тибуалбили Авай Цун Хумхирдубоагам Бадац. В позавчерашнем стриме еще хотел написать про этот доклад и его никчемность в европейском оформлении, но из-за раздраженной реакции на мой вопрос не стал этого делать. Зато глава контртеррористического управления ООН является представителем террористической России. И ничего так. Нашу позицию представляет защитник европейских
сентиментальности в ООН сидят русские борцы против терроризма, и это при том, что по московскому механизму Россия демонстрирует нежелание или неспособность обеспечить соблюдение ее обязательств в рамках ОБСЕ и реагировать на выражения озабоченности со стороны международных партнеров, которые неоднократно звучали на уровне постоянного совета организации. И мы тут ждем справедливости, вопрошает Жахар. Пока чеченцы сами не возьмут это дело в свои руки, наши карты будут бить не в нашу пользу, Доц Эльч. Я, конечно же, во многом был согласен с тем, что здесь говорит Жахар, но скажу, что интересовали, вот ОБСЕ заинтересовала та проблема, которая касается всех происшествий, которые там были. И эта новая газета исказила немного, хотя говорилось обо всем, да, нарушение прав людей. Я согласен, конечно же, что они выражают озабоченность, но с другой стороны надо понимать, что с 2018 года, когда Бенедикт сделал этот доклад, конечно, любое похищение, любое убийство, которое совершалось, после этого, помните, был подрыв Карины Спиридоновой, которая шла к блокпосту. И там было просто грубо сделано видео, где там Тита ей нажимает, там, рядом сидит сотрудник и оккупационной, коллаборационистской полиции или там военных взрывает. Не знаю, кто там непосредственно был, на тот период времени занимался исполняющий обязанности министра внутренних дел по Чеченской республике Ичкерия, оккупированной Россией, был Апти Алаудинов. Апти Алаудинов, по моим данным, является также связанным с военной разведкой. Так же, как связан тот мэр Аргуна, которые вот сейчас пытались там свергнуть. Они сейчас не прекращают вот эту атаку, наезд на Кадырова, постоянные наезды. Но тогда они вот взорвали Карину Спиридонову. Этот случай тоже, конечно же, наверное, случай обратили внимание. Потом были еще похищения, были еще убийства. Но все равно это сошло на нет. Вы понимаете, что когда до 2018 года, пока Бенедикт это сказал, они у нас в 2017 году убили за раз почти доказано, вот сейчас, не то что доказано, опубликовано новой газеты, 27 человек убили. И это чеченцы. И если я сейчас говорю, что это преступники, Кадыров, Лорд, Аслан Иризиев, там, Турпал-Али Ибрагимов, то я навлекаю на себя там какие-то, на чеченцев, тут публично, там некоторые пишут, как ты говоришь там. Да это убийцы, это не чеченцы. Этим людям нет места в том обществе, в котором могу находиться я. И такие люди, как я, это преступники, и они должны понести суровое наказание. И прекратилось вот это убийство. Это отвечая на комментарий Жахара, я говорю. Не то, что они все прекратились, но, по крайней мере, 27 за раз убивать перестали там и так далее. Сошло на нет. Это же тогда же эти люди тоже не были террористами. Они были верующие люди, которые очень сильно против той оккупации и несправедливости, которая в стране у нас установлена. Это то, что я буквально сейчас рассказывал. Это вот отголоски этого всего идут. Я тоже продолжатель этого дела. Я тоже не согласен с тем, что происходит в моей стране. Я не согласен, что могут в любой момент убить 27 или 100 человек. И потом сжечь их на покрышках, еще как-то, и там попрятать их тела, чтобы ничего от них не осталось. Я не хочу, чтобы так со мной поступили. Я не хочу, так с моими родственниками так поступили. Я не хочу ни с одним человеком, не только с чеченцами, чтобы так поступали. И вот если мы это требуем, мы должны понимать, что спад был массовых. И мы дальше должны продолжать. И знаете, когда я начинал вот эту свою блогерскую деятельность, я думал, если хотя бы год я проживу
Правда? Что это уже хорошо. Конечно, я просто так не дамся, но хотя бы год, если продержусь, сразу на меня не набросятся, там, взрывать весь мой дом, там, травить весь мой дом, всех моих там, кто рядом, взрывать там, ну, все подряд, как они умеют при желании делать. Но вот прошло уже 1,5 года, пока я жив-здоров и даже имею неплохие намерения, планы имеется в виду. Я тогда думал, что хотя бы теперь я думаю, я доведу это дело до конца. Все вот эти лорды, которые там берут ответственность, что сажают людей на бутылку, и другие преступники, они будут отвечать. И я буду прилагать усилия до конца, до конца. И я уверен, что я привлеку вас к ответственности. Кадыров, Лорд, Демельханов. Вы все преступники, которые будете отвечать. Не знаю, кем я буду, но, по крайней мере, я буду прилагать в меру своих возможностей силы для того, чтобы вас победить. Кем я буду на этом суде, когда вас будут судить. Я очень надеюсь, что и Путина также привлечем. Хотя я думаю, его быстро казнят, как и Кадырова, как Чаушеску. Ну, я надеюсь, что не казнят, доживут до суда, и мы их судим в Гааге, или же в городе Джахаре будет суд над этими преступниками. Это неизбежно произойдет. И я уверен, что я теперь буду свидетелем всех, по крайней мере, как минимум свидетелем всех этих событий. Да, Алмула. Вот эти ситуации мы должны развивать, мы должны требовать постоянно, понимаете? Мы должны, я вам честно скажу, я не выполняю на 100%. Вот мне кажется так, что я не выполняю на 100%, что я мог бы еще делать. Ну, по силу разных обстоятельств, в том числе не имея кое-каких возможностей. Но мы каждый можем это делать. Каждый сам. Мы друг другу войнук иртишам байна. Мы барт бац войнук и байнак. Барт бац войнук и байнак тишамбу. Тишамбу. И тишам баца мы каждый автономно можем создавать вот такие группы, которые работают против русских и коллаборантов для того, чтобы привлечь к ответственности за преступления, совершенные Россией и их приспешниками. И таких людей много, на самом деле, кто хотел бы этим заниматься и кто может заниматься. Больше профессионалы, больше могущие, говорящие на многих языках, чем я и там другие люди. Просто пока почему-то вот так триггер не включился, и чеченский народ вот сейчас раскачается. Я в этом не сомневаюсь. Это независимости, что произойдет дальше. Мы это должны вести. У нас другого выбора нет, понимаете? Выбор есть. Есть выбор. Мы должны добиваться. И с этим моментом я не согласен, что вообще никто ничего не делает. Делают. Но для того, чтобы с нами взаимодействовать, тем же американцам, тем же немцам, тем же другим, третьим, десятым, мы нужны присутствовать. Вот Хусейн любит Исханов повторять, часто очень рассказывает одну историю, когда он с кем-то говорил, ему сказали, почему, где чеченцы, вас нет, говорит, за вас говорят русские. Во всех международных институтах, учреждениях, куда бы мы ни приходили, везде находятся русские. Это, представьте, во время нацизма за евреев говорят немцы, нацисты, не просто немцы, а нацисты говорят. Вот те, кто сейчас находится в разных международных институтах от России, это в абсолютном большинстве своем, как и весь русский народ, имперцы. Это те, кто одобряли наше убийство, наш геноцид. А некоторые принимали непосредственное участие в этом геноциде. Как Рогозины, там разные Слуцкие, там и разные другие мерзавцы и подонки. И преступники, самое главное. Чуть не забыл сказать. И за нас говорят, а мы можем все говорить, понимаете? Мы не должны решать свои проблемы только вооруженным путем, таким путем. Есть масса способов. И мы знаем, как это делать. Но мы должны направиться в этом. Да, это небезопасно, конечно, но как бы государству охранять. Например, любой пограничник
той же Европы, Евросоюза, поляк, который стоит на границе Евросоюза, да, его могут убить, когда будет кто-то пытаться не просто захватить землю, просто пойти на их территорию. Это же опасно, но он идет служить этой. Единственное, ему платят, а нам не платят. Но если мы гибнем, то гибнуть за деньги, за посты, за какие-нибудь чины, тогда это, ну, мне кажется, это контрпродуктивно, невыгодно. Гибнуть за посты, за деньги. Деньги, посты можно и так сделать. Заработать можно, если хотите, да. А если вы умираете, выходите, если вы за что-то можете пожертвовать своей жизнью, то это жертвовать нужно за очень ценное. За то, что вам не будет стыдно перед Богом. Поэтому я считаю, конечно же, контроль есть, это свидетельство тому, что отпустили. Это не только, конечно, ОБСЕ, но это 16 государств взяли на себя обязательства. И 16 государств, вот этот мониторинг идет. И если мы внутри Чечни не изменились, это не значит, что ситуация не изменилась. По инерции народ запуган, народ панически боится. Потому что убивают не только тебя, и убивают, и пытают вот по этому молодому человеку, который выложил видео, мы видим, что пытают, унижая просто очень сильно. И поэтому, в этом плане мы должны понимать, что по инерции народ еще боится. Для того, чтобы продолжать действие, надо выехать из Чечни, из оккупированной Чеченской республики Ичкерия, и выехать из российской фашистской страны. Выехать, и оттуда вы можете дальше вещать, дальше заниматься. Много следователей есть, много следственных прокурорских работников есть, много есть юристов. И самые важные на сегодняшний день, юристов нам немного нужно. Нам нужны журналисты. Нам нужны люди, которые доносили бы правду, грамотно, квалифицированно, писали бумаги, везде обращали внимание. 5 журналистов просто перевернули бы всю нашу ситуацию. Просто 5 журналистов и 5 юристов, международников. Международников мы наймем, потому что такого квалифицированного уровня люди нужны, что нам нужны для этого деньги. Только лишь всего. И деньги тоже не проблема. Это все будет организовываться, как только будет возникать необходимость. По мере возникновения будем решать. Нужны журналисты. И надо доносить. А пока нет журналистов, каждый должен стать и правозащитником, и журналистом. Мы должны доносить информацию, всем везде писать об этом, говорить об этом. Все время говорить, все время писать, распространять информацию. И да, Алмулла, все будет отлично. Цаши куят, никакого сомнения нет. Чеченская республика Ичкерия навсегда есть, была и будет. Навсегда она будет. Понимаете? И никакие люди, никто не сможет нам помешать в этом. Потому это уже свершившийся юридический факт. Единственное, оно у нас должно оставаться в голове. Идет битва за умы. У них много журналистов. Кого Лукашенко на помощь послал? Их там нетов. Путин послал втихаря. Он послал журналистов. Это оружие. 5 человек могут сделать то, что сделает 5000 вооруженных людей. Возможно, даже 50 тысяч не сделают то, что сделают 5 грамотных журналистов, которые правильно донесут. У нас есть радио «Свобода», радио «Маршал». У нас есть еще журналисты, которые на Кавказ-Реале, которые выполняют работу, иногда просто у меня вызывает это спорные чувства, скажем так. Как это так? Вы получаете большие зарплаты, вы боитесь за себя. Уйдите с этих постов, уйдите, дайте людям, которые именно являются профессиональными журналистами, которые не боятся, готовы отстаивать. Это тоже очень важно на сегодняшний день. Очень важно.
или ведите работу достойно, достойно нашего положения. Если бы наше положение было не такое критическое, клянусь, я бы не обращался бы к вам. Я вызываю ваш гнев на себя, а потом вы будете про меня писать, потом как чеченец, чеченцы, вы станете мне врагами там, и так далее. Вы думаете, мне это нужно? Просто так вас там. Ведите нормальную работу, и все будет отлично. А если вы не будете вести работу, то мы тоже запоминаем. И не забывайте, что народ тоже это видит. И пассивность тоже ваша видна. С чем она связана, я не знаю. С опаской, да, все боятся, о, страшно, страшно. Да, я не говорю, что надо быть там бесстрашным. Но долг есть долг. В это трудное время. Ладно, заговорился я сегодня, что-то я заговорился. Так, пойдемте дальше. Хамза Тагилаев. Аслан, да, мула, да, дерзош. Да, дерзош. Да, мула. Абсолютно согласен. Эд, салам, приветствуйте, Эд. Витание с Праги, нон-стоп, мистер, приветствую. Так. Чеченский след, рязанский сахар. Если смотрят на спецслужбы Европы, отправьте меня на задание в Рашку. Ты собираешься прямо в пекло, короче, да? Да там такой бардак у них там в своей агентуре, я думаю, вполне хватает. Хамзат Гилаев, Аслан, убивали парней наши, извлекали органы для заказчиков. Эта практика велась в Чечении. Да, абсолютно верно. Абсолютно верно. Эти все преступления мы не можем забыть. Там, кто там, Невзоров, по-моему, или кто-то рассказывал, или Доренко это был. Они на органы людей забирали. Это не Доренко, не Невзоров, а вот головы. И эти головы чеченцы продавали. Привозили эти головы, чеченские головы привозили, русские их там варят, всю кожу снимают и черепы делают. И вот, по-моему, у Невзорова на столе вот такой труп, такой череп стоял, чеченский. Это звери, это не люди, понимаете? Это самые опасные существа на земле. Причем они трусливые, видите, как Путин в бункер спрятался. Вот и вся была его сущность. Ему протягивали руку поговорить самые храбрые люди этой земли. Протягивали, давай договоримся, да, твоя страна сильная, ты можешь уничтожить всю нашу страну, и нас всех, и всю нашу страну. Ну давай решим этот вопрос. Эта мерзкая крыса побоялась с ними разговаривать, потому что это слишком серьезные мужчины были. И вот вся сущность русских. Хоть один русский президент, царь, кто-нибудь погиб в боях, сражаясь, ведя вперед отряд. Нет, они трусливо где-то сидели, прятались, а гибли холопы. Да, это животные, с которыми я лично никогда в жизни не хочу иметь никаких границ, никаких совместных проживаний. Только граница. Только граница. Как так? Русские нормальные люди, по отдельности, все нормально, общаться, дружить там, все нормально. Как государство, это фашисты. С ними нельзя иметь никакого дела. Смотрите, что сделали они с Америкой. Америка, борьба вместе с терроризмом, Клинтон там это, Джордж Буш увидел там что-то у него там в глазах там, посмотрел, увидел. Там надо было базу Ульяновскую. С НАТО они борются. Базу Ульяновскую поставили, натовскую поставили Ульяновский. натовскую базу поставили Ульяновский, боролись против талибов. Нормально, НАТО нормально помогаем. А теперь они вот, видите ли, НАТО на восток. Значит, Путин все время соучастником был захвата НАТО Восточной Европы, восточной части Европы. Так что вот такие вот дела. Хотелось бы вернуться к тем событиям, которые дома происходят. Это ужасные события, которые они там творят.
они пытаются шокировать. Я не знаю, с чем это связано, но я понимаю, что это большая какая-то там многоходовочка, которую они запустили. Скорее всего, нужно было отвлечь внимание от событий, которые происходят здесь, в Европе, среди чеченской диаспоры, чеченской среды. И, по всей видимости, я наступил на хвост очень болезненно. Вот эта реакция, если увязывать это с этим, потому что ко мне обращался сотрудник ГРУ. Мне, кстати, вот этот Нашхо Эльдаров, который мне угрожал, ну, вернее, не угрожал, угроз не было никаких, прямых таких угроз никаких не было. Он мне сказал, 30 дней ты придешь, будешь через месяц, ты будешь проситься. Месяц прошел, сейчас он мне говорит 3 дня. 3 дня прошло, что он со мной решит вопрос. Не решен вопрос. Но я не знаю, он мне сейчас, вот последнего, он мне угрожает, говорит, я ответить заставлю отца твоего брата там и так далее. Не надо их, я есть, я здесь доступен лично для тебя, если ты хочешь со мной решить вопрос, 1 на 1, да, можем встретиться где-нибудь с тобой, решить 1 на 1. Но если ты хочешь доказать, что ты не работаешь на ГРУ, да, то тебе нужно по-другому вести себя. Потому что я сказал то, что я посчитал. Я с тобой не шутил, как ты там рассказываешь сказки, что я с тобой шутил, ты начал мне в ответку шутить там и так далее. Нет, я с тобой не шутил. Когда мы ехали туда за сутки до этого, там, мы перекинулись парой шуток, может быть. После этого никаких шуток я с тобой не проводил и не собирался проводить. И ты со мной не шутил. Это мое мнение. Поэтому это может быть связано с тем, что вот сегодня вот эти события происходят здесь. И такой же ГРУшник, который лорд, который работает на военных, который связан с Апти Алаудиновым, с Тумсо Абдурахмановым, кто там еще, ну и другие там разные. Тот же Удуговщина, которая сейчас упорно вот этот Адат телеканал рекламирует. Это все спектакль одной службы. И очень серьезная служба. У них очень серьезные возможности здесь, которые они сейчас используют. Пожалуйста, используйте. Я вам говорю, я открыто говорю, еще раз говорю, и тогда говорил, и сейчас говорю. Я не принадлежу никакой спецслужбе. Я не собираюсь принадлежать какой-либо спецслужбе. Кроме убитых 42 тысяч детей и 300 тысяч. Это мои спецслужбы. И те, которых вы мучаете, кому я смогу помочь. И все. Вот моя спецслужба. Но у меня есть знания и ручка. И клянусь Аллахом, я буду использовать их до конца своих дней против вас. До конца своих дней. Для того, чтобы вы ответили за все преступления и за предательство, которое вы совершили против своего народа. И мне не нужно с вами разговаривать там. Если, смотрите, если со мной что-то случится, да, и это окажется, меня убил, например, Нашхо Эльдаров, или Руслан, как его там зовут, не знаю по-настоящему. Если этот человек скажет, да, это я сделал, потому что он меня оболгал, я его не оболгал, во-первых. Во-вторых, если он пошутил, он должен был мне сказать, я пошутил. Аслан, если я не иду на эту уступку, потому что я не поверил в эту шутку, нужно было прийти к моему отцу, брату, как он угрожает моему брату и отцу, сказать, брат, отец, прислать 63 человека или собрать всех, кто сейчас за него поручается, прийти, покланяться и сказать, гости дорогие, чеченцы, пошутили мы, ошиблись мы. Так вот, если это произойдет, это не человек, свободный человек, я в этом убежден. Этот человек является агентом российских спецслужб. И это на совести России. Еще раз, моя смерть, если произойдет такое, этого не произойдет, я знаю. Но если он попытается, или же если это произойдет, то это будет сделано российскими спецслужбами. Это будет политически мотивированный террористический акт против независимого правозащитника, блогера, который ничего
не имеет против нормальных людей, только против преступников, который хотел меня втянуть в свою преступность. На территории чужого государства совершалось это преступление. Меня хотели втянуть. Россия, тем более, мне не родная. Понимаешь? Кто бы вы ко мне не подошли. Россия для меня это враг. Нет у меня ни паспорта вашего нет, ни желания, даже если у меня был паспорт. У меня нет ничего с вами связано, понимаете? Россия это вражеская страна для меня. Я гражданин Чеченской республики Ичкерия, который имеет паспорт политического убежища в Германии. Все. 3 часа, 3 дня, я приеду, я уеду. Вы черная, кто бы за него не ручался, кто бы что ни делал, вы не заставите меня сказать на белое черное, а на черное белое. Понимаете? Вы меня в этом не убедите. Если вы все, я никого не призываю за меня заступаться. Никто не должен за меня заступаться. У меня есть вера в Аллаха и международное право, которым я буду доказывать, что я прав. Я буду это доказывать всеми доступными мне вот этой ручкой и вот этими знаниями, возможностью. И не надо за меня, всех, кто меня поддерживает, огромное вам спасибо. Кто не нужно становиться, свое мнение, то, что вы сказали, я все услышал, все увидел, узнал, сделал выводы, о многих сделал выводы. Большая часть это, конечно же, в положительную сторону были выводы. Но если кто-то там хочет выяснять, просто считайте, что это была шутка, оставьте этой шуткой, придерживайтесь этой мнения. Я так не считаю. Поэтому я свои проблемы решу сам. Я не вышел, чтобы делать людям проблемы. Я пришел помогать людям решать проблемы. Поэтому я не хочу из-за меня, чтобы возникло что-то между нами, да, потому что и эта сторона называет себя ичкерийцами. И с обеих сторонах есть абсолютно искренние, честные люди. Я в это верю. Я имею в виду, кто и так считает, и так считает. Но я, когда приходил вот в это, я никогда не пытался, я им был успех мобиль асарбагар. Просто эти события, которые разворачиваются, их нужно объяснять, свое мнение, чтобы тоже понимали люди, как я это вижу. А если эти события, когда до того, как попасть сюда, в Европу, до того, как принять решение уехать сюда, как все это, но это потихоньку набиралось, да, когда ты всю жизнь живешь в одном месте, все бросить, уехать не очень легко. Если тебя там уже не припекло, да, ты тянешь как можно дольше. И ни с кем не надо делать какие-то там, вступать в неизвестные группы, незнакомыми людьми, там, кооперироваться. Это чревато, ты можешь погибнуть. Всех чеченцев, кто в Чечне живет, призываю. Щичи, мягчи, только самые близкие. Ни с кем не кооперируйтесь. Пока. Тишам байновой нукрит. Тишам байна. Тишам мехту аттубишбу. И тишам мехта вай искренне эраболь. Вай нар этагайталс. И тишам мехта ухтарбац. Ищ обаян буй. Сдох зулам дуай нукридинак. Инзари дох зулам дуй. Овшен тишам хлебиз пред шидештя чакол хлебиз бо тишме хлебиз бо дуй эш вцабуч кинут цевеш они глиется бо просто цен хлебиз ша дадют что гуманде по мере возможностей там ты одувай, конечно же, постоянно цен хлебцанисла. И вот наша вот эта ситуация, когда я сюда приехал, я решил открытым забралом. Некоторые не поняли. Потому что я-то думал, вы это все святые. Я реально так думал. Я думал, что, ну, конечно, вокруг могут быть не святые, там, третьи, десятые. Но я думал, первые лица, там, ну, их много же, да, первые лица, там, это не знаю, один там Закаев или там еще кто-то. Или там кабинет министров. Кабинет министров много есть людей, которые не ходят, даже вообще не в политике.
Есть много реально честных, искренних, святых людей, но они по разным причинам держатся в стороне. Не знаю почему. С них тоже спросится. С них тоже спросится. Аллах спросит. Искренних, честных, которые отошли и сказали: так, ребят, арпал бу, короче, арпал чак болшбац. Вот я теперь этот пал увидел. Но я не знаю, это нельзя бросить. А что делать тогда? Выход, куда? Вот это надо разгребать. Су искренне уйсу, честно уйца Бог. Валлахи, биллахи, таллахи ватсу. Нохчан халгавал, камелда хак долж, хайкал долж, дюинал, майрал, цахум долж. Нохчан халгавал идиц. Шушай вегас, шунмассарал тяхват би вамаватсу. Но, хагуш дол, картин. Ишдух. Сюк ала мол, ма ала ишт, короче. Хо хак дол, чвати, иштуй, ишт ала, ол. Дела, я просто пришел помочь, здесь помогать некому, мало кому помогать. Дях мобильность просто наболело. Но будем продолжать. Да лук дукой, да мула. Ладно. Короче говоря, возвращаясь к той теме, которая произошла, этот Адат-канал, это провокация, будьте осторожны. Телеграм-канал является проектом, программы ФСБ. Это самая удачная, самая успешная интернет-связь, которую создала ФСБ. За это я реально снимаю шляпу. Они все сделали, чтобы этот проект стал таким более, втянул побольше людей. Этот Telegram сделан для того, чтобы когда люди переключатся на Чебурнет, когда Россия будет отключена от всемирного интернета, чтобы у вас была своя вот эта программа, чтобы вы могли между собой пользоваться. Потому что если россиянам, я это говорю, если россияне будут пользоваться WhatsApp и не пользоваться Telegram, и резко у всех пропадет WhatsApp, это вызовет хаос, это панику вызовет у миллионов, десяток миллионов людей. Поэтому для этого нужно будет придумывать какие-то обходные пути. А сейчас можно все контролировать, есть Telegram. Все, кто регистрируется в Telegram, вы являетесь соучастниками и пособниками этого ФСБ. А вот этот Адат, это является детищем военных российской разведки. Адат-канал, который будет нас туда затягивать. Уходите из Адат этого канала. Оставьте, это вам не нужно. Есть другие способы общаться. Есть Facebook. Все, что связано хоть мало-мальски с Россией, уходите оттуда. Не связывайтесь с этим. Понимаете? Уходите. Есть Facebook, Instagram, есть Масанюиш, Twitter, Миттер, Духуюиш. Их огромное количество. Хотите общаться? Я вам советую Сигнал. Вот эта программа не прослушивается. Я вам сейчас покажу эту программу. Я вам ссылку скину на эту программу. Есть такая программа Сигнал, это как WhatsApp. Вы можете общаться друг с другом, звонить. Это не прослушивается. По крайней мере, русские точно вас не прослушивают, понимаете? Остальные нам не страшны, потому что от других у нас нет секретов. Поэтому я просто всех призываю, уходить из этого Телеграма. Вообще Телеграма уходить надо. Все, что вы оставляете в Телеграм, если вы скачиваете себе на телефон Телеграм, у вас сразу же появляется в вашем телефоне шпион. Он украдет у вас все данные, какие ему будут необходимы. Он будет пользоваться вашим телефоном для того, чтобы совершать DOS-атаки. Кстати, мой канал опять конкретно подвергся DOS-атакам. И постоянно у меня DOS-атакам, имеется в виду вот этим хакерским, скручиваются опять с новой силой, скручиваются подписчики. Опять это началось, убираются комментарии, как вы уже пишете много раз, мне там я вижу, пишите комментарии, удаляются
По поводу просмотров, пока я еще анализ не проводил, короче говоря. Сигнал. Программа «Сигнал», вот «Путь вечный». Да, я вам напишу. Ну, наберите вот в эту, как он там называется, вот в своем телефоне. Play Market или что он в айфоне, как это по-другому называется. Сигнал, просто сигнал, такой синий значочек. Сейчас я вам его покажу. Вынуждаете вы меня, будешь показать. Вот так вот видно? Не видно, так не увидишь, короче. Потому что сзади хромакей, и он просвечивается. Ну вот, в самом верху, короче. Ну, вы увидите сейчас. Ну, уже все прошло. У меня задержка просто видео, поэтому. Да, вот, Маждада, спасибо, сигнал называется. Да, совершенно верно. Чеченский след, рязанский сахар. Я неоднократно предупреждал. Телеграм, Лубянский проект. Читайте в пункте 3 правила Телеграм. Насчет адат тексты там пишут как минимум профессионалы. Профессора русского языка как минимум. Да. То же самое Кавказ-центр ведется. Это одна байда, одна кухня. Есть, знаете, здесь очень много всего путаницы. Мы, как люди со стороны, да, как рядовые граждане, которые вот оказались вот в этой ситуации, в которую нас вергла Россия и некоторые нечистоплотные граждане нашей страны, мы должны в этом разобраться и отстраниться от всего. Никаких Mail.ru, Яндекс, все, что связано, Яндекс, Mail.ru, ВКонтакте, Одноклассники, ну что бы там ни было, все, что связано с Россией, не просто, вот Донат Алерс, да, есть такое, донаты посылать. Она российская, но она сделана в Америке, и американцы продали ее русским. Тот же живой журнал. В живом журнале тоже нельзя фиксироваться. Тоже очень сильно раскрутили эту сеть, живой этот журнал, американцы, и за баснословные деньги продали Алишеру Усманову. А потом она сдохла, эта сеть, потому что появился Facebook, и все побежали в Facebook. В Фейсбуке 5 миллиардов, по-моему, миллиард, по-моему, если не ошибаюсь, аккаунтов. Там можно общаться. Ну, все условия. Зачем вам Telegram? Если вы не работаете на русском, уходите Telegram. Все, кто там эти телеграммы, группы создает, они работают или с русскими, или являются пособниками этого. Неумышленными, полезными идиотами. А то, что вот эти Кавказ-центр, вот этот Адат создали, вот этот Тумсу Абдурахманов, по моим данным, вот этот Абдурахманов, агент российских спецслужб, эти люди вот создают, а потом сливают. Сливают вот этого парня. Я не знаю, что это за парень, но говорят, несколько десятков было задержано тогда людей. Эти люди задерживаются, убиваются. Вот недавно был Маусар Умаров похищен, пропал. Я надеюсь, он вернется живым, и надо как можно опять об этом говорить, привлекать внимание. За то, что смотрели там где-то этого тузика. Поэтому я призываю вас всех быть осторожным. Мне говорили, мобильство, войдюк, шуха, там, туда-сюда. Я всячески пытался, но не получается. Не получается, они оставляют в покое, они проводят свою работу, а мы сидим и глазами хлопаем. Ну как это так? Здесь под нашим носом нашу молодежь, унижают, оскорбляют, убивают, похищают, все что угодно делают, а мы сидим, вот так делается. У нас должны быть свои специальные службы, для этого кадры нужны, опять же мы возвращаемся к тому, что ничего у нас нет. Поэтому будем заниматься работой, будем писать, доносить правду, как можно больше людей. Будем доносить правду. То, что случилось в Чечне, это на себя. То, что сделали в Чечне с этим Салманом, изам дюхардац сунхаля, сундукухумхаца лилинек. За это нужно будет ответить лорду, который взял на себя ответственность. Сказал, что да, это он. Ну, я в этом и не сомневался.
Когда сразу вышло это видео и прикрепили фотографию Кадырова, Кадыров и лорд это не одно и то же, чтобы вы понимали. При всем желании лорда Кадыров даже не может снять с поста при желании. Да, если будет предательство, явное покушение, там ля-ля тополя, то да. У каждого есть свой хозяин. Кадыров подчиняется президенту, администрации президента России. Лорд подчиняется военным, третий подчиняется, например, Джамбокс там подчинялся ФСБ еще со времен своей учебы в институте, он был завербован. У меня есть фамилия, я говорил еще в эфире, его куратора по институту, наверное, тоже какая-нибудь конспиративная фамилия этого ФСБшника. Например, Салах Лубянский, тоже, его название тоже говорит, принадлежит там кругам ФСБ, да, который вербует всю религиозную элиту. Да, если, ну, снизу, если брать, элита не наверху, которая, а самая внизу, которая. Вот такие вот они, ребята, с убийствами, похищениями, и в основную работу ведут военные ГРУшники. Да? Они считают себя хозяевами положения, потому что реально больше всего людей убивают вот эти ГРУшники. Кадыров убивает там постольку поскольку, и тогда, когда эти ГРУшники очень сильно взорвались, да, когда они уже Кадырову бросили вызов, точнее бросили президенту России вызов, тогда их Путин разрешил отстреливать. Их всех уничтожили. Хотя с этими ГРУшниками, вместе с ними был отстрелян, например, Маулади Байсаров, который по некоторым данным был ФСБшником, хотя, возможно, был тоже ГРУшником. Вот эти, как отстреляли, они чуть-чуть успокоились. Сейчас власть России у Путина уплывает. Сейчас опять начинают те, кто реально на местах главные. А кто на местах главные? Это те, кто убивали людей, кто умеет убивать людей, у кого есть люди, готовые убивать этих людей. Их больше всего у военных. Хотя Путин объединил вокруг себя Золотого, объединил вот эту Росгвардию, сделал 400 тысяч, по-моему, себе вот эти головорезов забрал. Ему нужно, чтобы они больше, чем ФСБ и больше, чем армия была. Ну или, по крайней мере, чтобы они были боеспособными больше, чем у других. Это вот такие группы, которые соперничают друг с другом в России. И лорд, который взял на себя эту ответственность, он, конечно же, ему терять нечего. Но тогда как-то лорд говорил, что мне, когда он убил сына, принес отцу, бросил его и говорит, вот эту собаку мы убили, других придерживайте. Потом ему берут интервью, и он чуть ли не со слезами на глазах рассказывает, как ему пришлось переступить через чеченские адаты, через чеченские законы, чтобы вот сохранить там туда-сюда, там установить там порядок, закон, вот что вот он боролся чтобы бардак был. Бесспорно был бардак, преступность была. И некоторые тут, которые выехали за границу, предлагали наши борцы за свободу, которые чуть-чуть отклонялись, а иногда не чуть-чуть некоторые отклонялись, и были не борцами за свободу, а иногда явным криминалом занимались. Было такое. И это тоже правда, которую все знают, и я не буду скрывать. Тоже ни от кого. И он говорит, что вот пришлось зачистить все, выставить закон, порядок, ветви власти, там все такое, мы вот живем, пенсии платятся. Да, реально пенсии не было, люди голодали, голод был, война была. И что мне пришлось переступить через вот эту чеченскость, для того, чтобы вот это все установить там. Типа он такой жертва. На самом деле, вот этим последним своим поступком, где ты признал, что это ты организовал это дело, ну ты соучастник, что это военные сделали над этим мальчиком, то ты получаешься, ты лжец, Магомед Дауд, Тимур Даудов, как тебя там зовут. Ты лжец, ты преступник. Ты самый настоящий мерзавец, ты подонок, который будет отвечать за все. Мухаммад, а мы сугумна жуап дал дизердон. Несун
Сам обычный юрист убивается, сам совьем, таких как я убивали много. И даже если вы убьете меня, ты не станешь ни на йоту лучше или круче. Это может тебе показаться, что если я буду лежать мертвым, или если лежит этот сын мертвый, которому отцу, вы там какие-то орлы. Нет, вы такие же смертные, как и мы. И вы тоже будете отвечать за все, что вы сделали, как любой человек. Я отвечу за то, что я сделал. И то, что ты сделал, это ты переступил не через чеченскость. Ты ради своей шкуры, продажной своей шкуры, перешел на сторону русских, и поэтому убил и принес этого сына, потому что тебе русские приказали, потому что тебе надо выжить. И когда ты переступал тогда перед чеченскостью, когда ты там убивал парня и принес отцу, здесь, когда ты вот это видео нам показал, Тереморика, дал. وخار سامع خويتي القيرونا دويت خردوت سويتسول قاعد يشتغل أميلش بعد ديش. Поэтому вы все будете отвечать, Лорд. И ты лично вот за этот поступок ты уже раскрылся полностью. Да? Полностью ты. И ты теперь ничем не можешь прикрываться, что ты там спасаешь народ и так далее. Ты унижаешь народ по приказу русских ради того, чтобы ублажить и сохранить свою продажную свою шкуру. Даже твоя кличка, Лорд, которая тебе дана, она дана из-за того, что ты как за бутылкой бегал. Помнишь, когда старшие тебя посылали, ты бегал за бутылкой и приносил? Хисагуочвал, хангхудуичвалшу, нахбэч, сакцахулон, Лорд. Лорд ва, морд ва, обезьян ва, цаасун амилу. Сакцахулон, нахбэярх. Гитлер сакцахиларон нахбэч, Сталин сакцахиларон нахбэч. Сакцахулон нахбэч. Нахбэч, бюхом хулон, жоп дал дизер дал, шел бюхом, ей. Миллавия, ада, что дол нохчих он стаслел душон. Что закаев стаслел дачун, что арцуевец стаслел дачун. Дудаевец и масхадовец стаслел дачун. Что нохчих он стаслел душон. Хар чорт, адельча, ваш чорт, идеча, жоп дал диш, потому что хам дуэ. Что просто голдой латаджимал. Шей жизнь спасти я, шей тят и бошеш, дехас бегаш. Шеш тят и бош, дехас бел, шер шеш душ дол дини чакдак. Дуахко доуле, дадол ат душон. Так, давайте дальше. Аслан от дворняшки Цушев на остисталь мубир хата, когда он стал начальником ОМВД Шали. Аслан от дворняшки Цушев на ости сталь мубир. Соцакирчино. Шухань связан, все понятно, кто связан. Любой маленький, маломальский анализ выводит к тому, что здесь все можно разобраться. Если вы объективный анализ делаете, да, во-первых, не боитесь и объективно делаете анализ. Здесь все взаимосвязано. Вот этот адат, да, лорд раскручивает Абдурахманова. Как только тот выбирается, там беседы с ним ведет, там этот говорит. Потом другие начинают раскручивать. Потом начинается канал Адат, и опять появляется лорд, и опять начинает раскручивать вот это все. Причем здесь председатель парламента? Вообще, при чем здесь председатель парламента? Или он это грамотный, этот председатель парламента, да? Он что-то может там говорить, но двух слов связать не может человек по-русски. Если не может он связать по-русски, значит, хотя бы он книги не читал. И вообще не представляет он ни о чем. Ему что в уши дуют руководство, кураторы, давай это делать, давай. Вот он то и делает. И все делает. И это все одна связка. И вот сидят они друг другу там, тайные комплименты, подмигивают. И братан, как я тебе там? Нормально? Да, да. Все. А мы должны как бы на это... И тот, кто должен делать анализ, он не делает анализ и не говорит, а вот видишь, вот мы провели анализ, это и это. Почему? Почему? У меня вопрос. Почему? Ну, вопрос к нашему правительству, окружению нашего правительства, там, вокруг кто есть люди. Где все это? Так нельзя, так нельзя. Так нельзя. Так.
Алена Павленко, Аслан, наш Янукович убежал, сидит сейчас в Ростове. Как вы думаете, возможно и ваши рассчитывать на помощь Путлера в случае чего? Конечно, абсолютно так. Они 100% на штыках русских сидят. У нас на территории нашей страны находятся там сотни тысяч оккупационного контингента. Вот это и есть сила, которая удерживает Чечню в составе России. Уберите этот контингент, и вы 3 дней не увидите никаких Кадыровых, никаких лордов. Они на цыпочках бегали, на цыпочках. Раньше, когда там наши шли, наши молодые наши парни, они просто вот, видели, как Том и Джерри, когда Том спит, мышонок на цыпочках ходит. Вот так они все ходили. Или были среди них, среди мужественных, среди наших Басаевых, там, Гилаевых, там, и всех наших величайших сынов чеченского народа. Вот они вокруг них там бегают, потом раз, тут эти погибли, да, на своем пройдя до конца, эти раз к другим присоединились, и теперь их шестерки. Они там шестерки, ну те думали, это их братья, Гилаев, Басаев думали, это их братья. Нет, это были шестерки. Надо было так к ним относиться. И они бы также бегали бы и выполняли любую задачу. Бюхум щас майорил. Все вы ответите за все. И не думайте, что вы сейчас устроили какую-то там страну, поставили, и вы будете жить. Нет, по крайней мере, это будет продолжаться недолго. Вы и так задержались. Вы и так очень сильно задержались. Но теперь мир меняется. И опять же, это не я вам угрожаю, что я вам сделал. И я это говорю не потому, что я вас боюсь, что вот я вот угрожаю, вы меня убьете. Вы меня и так уже давным-давно уже готовы убить, купить, завербовать все, что я вам мешаю, это я знаю. Не вы, лорд, ты тоже пешка. Над тобой стоят люди. Вот я к этим людям обращаюсь. Что бы вы ни делали, у вас нет никаких шансов нас победить. Потому что мы народ. Народ не победить. Понимаете? Убьете вы нас, не убьете. Да плевали мы на вас. С самой высокой колокольной Гамбурга. Плевали мы на вас. Так, пойдемте дальше. Путь вечный. Аслан, и рубайте шайнюк, и даяк кишт, ах, нормально хильдар. Валла, путь вечный. Рубайте. Тхунюк амаят, рубайте из Берлине. Аж обычный зудю, туамбина, томюк алелю. Сун рубайте, цаумаца, я не знаю, рубайте, аж спровоцировать. Йой-йой, цуца, олшик, аж цунай, ролик шеш, да, искусь. То же самое про меня говорят. Про меня уже столько наговорили, что даже уже опровергать нет смысла. Я уже устал опровергать, но это меня закалило на самом деле. Я думал, мне будет труднее. Нет, оказывается, это не так уж и сложно. Я не несу, никто не несет. Если вы хотите что делать, вы тоже выйдете. Вы говорим, вот Ахмед Закаев там плохо, там что-то, правительство что-то не доделывает, туда-сюда. Да, не доделает. Но выйдите, сделайте тогда. Покажите, что вы можете сделать. Давайте 5 журналистов мы можем собрать. Иногда текст перевести бывает у нас проблема. Мы собирали, писали, вот убили человека. Все поддерживали Анзора, Умара Мамиханова. Да? Мамихана Умарова. Все его поддерживали, все одобряли, что он говорит. Даже женщины смотрели у нас его ролики и поддерживали. А сколько мы написали? Десятки обращений мы написали. Все. Мы же сами должны все делать. И никто нам за это ни спасибо не скажет, ни благодарность не объявит, еще проблем сделает. И это тоже надо понимать. Поэтому я никого не призываю, опять же. Просто когда вы говорите, что вот там это нам не нравится, выйти и сделай лучший оказ. А так я не призываю. Потому что кто хочет, тот делайте. Масяна Игорь, здесь фронт работы не ограничен. Просто не ограничен. Нам всю жизнь работать, чтобы это все. И даже когда победим, работать, продолжать работать. Так, салам Машал Дувежеш. Основой долж доун. Дал си дуэла. Хамзат и Паев. Делив салам Машал. Хамзат Машуэль. Да сумухама, братан. Все будет Ичкерия. Так.
Так, чеченский, угомонись, выдохнись. Так, что вы тут говорите? Не только плевали. У Алекса не только плевали. Я понял. Так, шеймастер Афганистане. Хадыр бог. Кавказе. Афганистан, да, он говорит, разговоры, только разговоры, говорит кавказец. Да, да, разговоры, но ты понимаешь, что эти разговоры, это и есть битва за умы. И ты говорить надо, ну, объединяться нужно. Так, Хамзат Гилаев, ты свободен от этого, поэтому и легко, Аслан. Ты имеешь в виду от того, что... от чего свободен, Хамзат? Так, Чинго, Александр, тут сидят несколько умные, образованные люди, что умные люди рядом с ними считают себя идиотами. Хайдела от их устет свал гумадецер. Удыцтишь, Чинго. Евгений 999. Информационная война не менее важна, чем автоматы и самолеты. Не зря Российская Федерация сейчас послала в Беларусь Симонян, а это падали еще со второй русско-чеченской и в Беслане свой гебельское вранье тачивало. Совершенно верно, Евгений. Так, Андрей Русский. Смотрят видео тех лет, понял, что чеченцы не такие, как их рисовали СМИ, даже больше образованнее, чем те, кто сидит там сейчас. Андрей Русский, у нас реально был интеллектуальный цвет нации. Те 20 лет, 25 лет войны мы потеряли, и в интеллектуальном плане мы потеряли определенной степени. И многие не могли учиться, были репрессии, мы могли учиться только в России, да, в Чечне, когда была война, и там были репрессии. Мне, например, мешали учиться. Мне на третьем курсе заставляли, склоняли к сотрудничеству. И когда я отказался, меня попросили из университета, сказали, давай, до свидания. Потом мне пришлось там уже доучиваться в другом вузе, заканчивать это все дело. Потому что, да, у нас проблемы. А тот, кто согласился и работает, учится, образованный. У нас есть, конечно, умные люди, конечно, есть. Бесспорно есть. Я ими горжусь. Я за ними наблюдаю. Я очень надеюсь, что вы подключитесь к этой работе для во спасения нашего народа. Так. Невзора лятдица, невзора бюху ночи борз. Вайхан да чекал от наговоров на тебя. Ты это имеешь в виду? Да, я свободен от этого. Но, смотрите, я опять же говорю, про меня можно все что угодно говорить, там, придумывать, там, туда-сюда. То, что я делаю ради ради не хочу громких слов. Я делаю то, что могу, короче говоря. Когда дух даются, я сегодня передача про хотя нужно было про похищение, провокации, пытки, убийства сказать. Но я вам доношу, как могу, свою позицию, что я вижу. Я много над этим работаю, много анализирую, многими общаюсь на эти темы разные, с компетентными, скажем так, людьми общаюсь на эти темы и пытаюсь анализировать это все. Как получается, судить вам. Все будет отлично, я думаю, да, Алмула. Ситуация меняется. Россия и Америка вцепились в клинчи. Они будут стоять до тех пор, пока Путин не будет наказан. А что будет дальше, мы должны уже принять участие. И не так, что вот мне нужен пост, мне нужно то, мне нужно все. Нет. Так я не согласен. Я не согласен с оккупацией, я не согласен, чтобы те люди, которые наносили вред нашему государству, оказались в нашем государстве. Обязательно должна быть люстрация. Все должны понести наказание. Я не кровожадный, абсолютно. Я бы простил бы всех. Ну просто нельзя, потому что повторится снова. И мы никогда не станем государством. Никогда.
Хотя всех бы я не простил бы. Хорошо тогда. Спасибо, что смотрите. Уходите из телеграма канала, любого телеграма. Вообще не скачивайте эту программу. Все русское, российское, избегайте этого. Защитите себя и своих близких. Максимально мешайте им. Потому что их конец уже близок. И наша страна будет освобождена. Россия будет уничтожена. Возможно. И мы должны приложить к этому максимум усилий, чтобы во время смены Путина на нового КГБшника, чтобы мы смогли уйти из этой страны, объединиться с Грузией, попробовать, если отойдет весь Кавказ, это уже другая история, но нам нужно Грузию, свободные силы в Грузии, свободные силы с Америкой, свободные силы с Европой, свободные с Турцией, с этими странами нам обязательно войти в Евросоюз. Мы Европа, мы часть Европы. Наши горы Кавказ, самые высокие горы в Европе. Мы находимся территориально в Европе. Мы должны обязательно войти в НАТО, ассоциированные в Евросоюз сперва войти, потом уже на всех правах. Например, даже как Грузия. Представьте, чеченцы, когда мы могли бы сейчас, как грузины, с грузинским паспортом спокойно выехать в любую страну Европы. Представьте, вы можете привозить товары, продавать, покупать, где-то пытаться зарабатывать деньги, ездить, работать, обучаться. Много чего можно делать, И эти возможности у нас есть, в принципе. Нет худа без добра, благодаря, если так можно сказать, этой кровавой войне мы получили ту силу и тот потенциал, который мы еще не осознали. И иншаллах мы его осознаем скоро. Все будет ичкерия, да Аллаха. Давайте, ассаламу алейкум. Спокойной ночи, всего самого хорошего. Ассаламу алейкум.